Сегодня у нас практически последний день отборочного тура регионального нашего кастинга «Молодые голоса Ингушетии». Сегодня у нас кастинг проходит в городе Магасе, Центре театра кино креативных индустрий города Магас. Мы видим, сегодня у нас очень много участников. Вы готовы сегодня принимать участие? Да. Как ты будешь оценивать сегодня? Наверное, буду строго оценивать. Но я думаю, что сегодня будет приятный такой день, когда я услышу хороших детей, которые будут подавать надежды. Они нам очень нужны, потому что прошлые дни, в принципе, показали очень хорошие результаты. И сегодня мы тоже надеемся, что будет такой позитивный денечек. Я очень рада видеть больше инструменталистов, чем на ранних отборочных турах, потому что я как сама инструменталист, мне очень приятно. Будет оценивать, да? И желаю удачи и не волноваться, главное. Я тоже присоединюсь к словам своих коллег. Очень рада, что наконец-таки есть исполнители на инструментах. Будем вас слушать и желаем всем удачи. Дорогие участники, мы вас приветствуем на первом телевизионном республиканском музыкальном конкурсе «Молодые голоса Ингушетии». Вы представляете сегодня группу? Экспромт. Будете танцевать? Джаз. Кто у вас является руководителем? Дарья Константиновна. Как давно танцуете? Все по-разному. Я, например, месяца 5-6. Я знаю, что у тебя будет еще и сольный номер. Да. У меня называется номер сольный «Синий платочек». Мне, если честно, это очень нравится. Мы участвуем в конкурсе «Молодые голоса Ингушетии». Болейте за нас. Мы группа «Экспромт». Было видно, что девочкам было очень мало Пространство. места, где разыграться. Но так в целом было все очень круто. Вообще прям и одежда, и все. У меня к вам вопрос. О чем танец вообще? Можете сказать? Что вы показывали? Француженки, гуляем по Парижу. Радуемся жизни. Да. Вообще молодцы, что справились с волнением, потому что я понимаю, насколько это тяжело, когда жюри и зрители сидят практически напротив вас в паре сантиметров, и вы при этом еще должны быть в образе, и изображать Париж и счастливых парижанок. Молодцы, девочки, занимайтесь дальше, чтобы уже в следующий раз, на следующем этапе нашего конкурса уже по-актерски было более качественно. Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Я провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной нет сегодня любимый родной, знаю, с любовью ты к изголовью прячешь платок голубой. Как называется номер? «Синий платочек». И что ты представляешь, когда танцуешь? Можешь нам рассказать? Я девушка, провожаю своего любимого на войну, и синий платочек напоминает мне о нем. Ага, молодец. Ты прямо в образ вошла. Да, кстати, у тебя хорошо получилось. Очень артистичная, очень музыкальная, очень ритмичная прям. Такая возможность предоставилась, я очень рада, что меня пригласили, мне было очень приятно и сегодня послушать, я думаю, и на следующих выступлениях будет приятно слушать ребят и самой играть. Желаем удачи. Спасибо. Мы с тобой как старые друзья, как очень хорошо друг друга знающие. Халтуришь, дорогая моя? Уже 6 лет спустя. Я слышала этот ноктюрн в твоем исполнении. И я знаю, как ты умеешь играть. Не занимаешься. У меня был очень огромный пробел.
занятия. Но ты же понимаешь, что тебе нужно заниматься, потому что и способности есть, и такие люди, как ты, нужны. Вот. Ну и я надеюсь, что ты все-таки вернешься к нам, ты будешь заниматься, потому что если ты начнешь заниматься как положено, мы знаем, сколько это нужно заниматься, то это же ноктюрн, да, не 2 дня, прозвучит уже по-другому. Что будешь сегодня для нас? Петь или играть? Я буду играть на фортепиано, я исполню песню «Маленький принц». Сколько тебе лет? 11. Я участвую в республиканском конкурсе, так что болейте за нас. Меня зовут Хантыгова Алима. Это очень здорово, что ты занимаешься, видно, что тебе нравится эта песенка, она очень красивая. И попой эту песенку, хорошо? Прям голосом. Это будет очень полезно. Она у тебя совсем будет литься на инструменте, тогда после того, как ты ее голосом попоешь. Меня зовут Зуля, Сколько лет? мне 11 лет. Что будешь играть? Я сегодня вам сыграю сурок. Ну как, сильное волнение испытывала? Да, немного было. Немного. А ты часто выступаешь на публике? Да. Часто, да? Ну, в любом случае, каждое выступление на публике – это такой небольшой праздник, и ты, я надеюсь, что получила удовольствие, да, от своего исполнения сама. Ну, мы тоже. Спасибо большое. Мы участвуем в республиканском конкурсе, так что болейте за нас. Давно играете на гармошке? 1 год. 1 год. Нравится? Да. Вот скажите, на сколько баллов вы оцените ваше выступление? Точно не знаю. Ну, нравится играть на Ну, пандере? 8 из 10, а так нравится очень. Кто сегодня является кумиром вашим, который играет на пандере и продолжает эту культуру? Ну, Бекова Хадисайна. Она ваш преподаватель, да? Да. Вы, девочки, молодцы, общее впечатление оставили хорошее, дуэт Да, прозвучал, были маленькие грешности, над которыми вы в будущем поработаете, конечно. Берем в расчет волнение, которое вы испытываете, но мы получили удовольствие. Как зовут? Меня зовут Розалина. Розалина, да? Чем будешь радовать нас сегодня? Я буду играть с шейком «Мгновение». Удачи. Приятно было тебя слушать. Но главное, тебе нравится заниматься музыкой, когда ты играешь? Ты получаешь удовольствие? Да, я получаю удовольствие. Это самое главное. Значит, в будущем будешь еще лучше играть и сама получать удовольствие и нам его дарить. Сегодня мы будем петь Галгайчи, а я один спою Олега Газманова, маму. Какой у вас курс? У нас Третий курс. Часто поете там? Да. Давайте что-нибудь акапельное. Горит и кружится планета
над нашей родиною дым. И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. В полночной тишине ты пела песни мне, и улыбался я тебе во сне. Ночные облака качали на руках, и вдаль несла нас времени река. Мама, я без тебя всегда скучаю, мама. Хожу и поезда встречаю, мама. Как грустно мне без теплых рук твоих. Тени больших берез, наивных детских слез. Вот скажи, а у тебя есть свой канал, чтобы мы заходили к тебе? Да, мы хотим к тебе на YouTube. Есть свой канал? Будет. Будет, да? Хорошо тогда. Я Кадзоева Алима. Участвую в конкурсе. Болейте за меня. Поле пороша, 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 поле пороша, и лягушки ливни шумят, стоит над горою Алеша, 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 стоит над горою Алеша, в Болгарии русский солдат. Сердце по-прежнему горько, по-прежнему горько, и сердцу по-прежнему горько, что после тяжелой войны. Спасибо. Сколько лет? 13. 13 лет. Давно поешь? Занимаюсь профессионально совсем недавно, буквально месяц. Пою с самого рождения. Где занимаешься вокалом? В Центре культурного развития. Педагог кто является? Марина Икажева. Мы вовсе не тени безмолвные, мы ветер и крик журавлей, погибшие в небе за родину становятся небом над ней. Дышим, согревая птичьи гнезда, баюкаем детей в полночный час. Вам кажется, что с неба смотрят звезды, а это мы
Ой, какой ты молодец. Давно играешь на гитаре? Да. Давно это сколько? Год. Год уже хорошо. Меня зовут Медина, мне 13 лет, играю на гитаре уже 5-6 месяцев примерно. Меня зовут Гончаров Артемий, мне 13 лет. Я занимаюсь гитарой уже 1 год и несколько месяцев. Какую мелодию сегодня играли? Мы играли вальс, весенний вальс называется. Что тебе дает вот игра на гитаре? Спокойствие и расслабление. Мне спокойно, когда я играю на гитаре. Как ты думаешь, сегодня, если ты пройдешь вдруг следующий этап, какую мелодию будете играть? Или уже с руководителем будете подбирать? Не знаю, может быть, что-то с руководителем выберем, но хочу что-то особенное. А хотите что-то современное, не хотите попробовать? Современное тоже красиво, но не знаю, мне больше нравится вот классика. Я хочу сказать большое спасибо всем участникам, всем нашим зрителям, гостям, жюри, уважаемые жюри, за то, что посмотрели таланты, оценили наших участников. Это первый республиканский телевизионный музыкальный конкурс «Молодые голоса Ингушетии». Нам очень приятно, что в этом этапе у нас есть и инструментальное, и хореографическое. Большое всем спасибо. Я хочу сказать вам, дорогие наши участники, относитесь с пониманием те, кто не прошли. А вам, дорогие участники, мы желаем успеха. Вы проходите на следующий этап. Это уже полуфинал будет. 22 мая в Центре театра кино и креативных индустрий мы вас ждем. Готовьтесь намного серьезнее.